Всем привет, меня зовут Атыр Абдрахматова, добро пожаловать на мой YouTube-канал и, пожалуйста, к вашему просмотру мое первое практическое видео, связанное с выборами. Я юрист и уже более 17 лет участвую во всех выборах и референдумах, прошедших в нашей стране, а также я наблюдала за выборами во многих других зарубежных странах. Очень часто ко мне обращаются за советом, консультацией, и не только по юридическим вопросам, но и спрашивают, как выстроить стратегию избирательной кампании, как написать программу, как формировать команду на выборы, как должен работать штаб и много других вопросов. 2020 год стал для каждого из нас годом испытаний и надежд. Я выражаю соболезнования каждому, кто потерял своих близких. Несмотря на пандемию коронавируса, несмотря на потери близких людей, в соответствии с нашим избирательным законодательством, назначены парламентские выборы на 4 октября. И я остаюсь при своей позиции, что необходимо было перенести дату выборов и разобраться с коронавирусом, но пока выборы идут, поэтому я решила начать снимать обучающие, полезные, практические видео для всех тех, кто звонит и спрашивает мое мнение, кто консультируется и хочет понять, как участвовать в этих выборах и не нарушить закон, и как можно правильно выстроить избирательную кампанию с учетом всех ограничений, которые у нас есть. Мое первое видео будет посвящено двум информационным избирательным системам. Первое – это ESS Shailogov KG, а вторая система называется протокол Shailogov KG. Обе платформы созданы для обеспечения гласности выборного процесса. Вы можете набрать просто в поисковике ess.shailo.gov.kg либо протокол.shailo.gov.kg. Если так не проходит, особенности данная система не открывается, то вы можете с главной страницы сайта Центральной избирательной комиссии нажать на ссылку «Информационная избирательная система», и этот сайт будет открыт. В настоящее время на этом сайте сегодня более подробно расскажу о работе данной платформы «Информационная избирательная система». Здесь собраны данные по всем прошедшим выборам в Кыргызстане и референдуму 2015 года. Данные, которые я вам покажу в этом видео, будут полезны всем, не только кандидатам, политическим партиям, политтехнологам, которые, изучив эти данные, могут спланировать свою тактику ведения агитационной деятельности, но также будут полезны экспертам, исследователям, журналистам, так как эти ресурсы и данные весьма полезны для обработки и анализа, прогнозирования политических процессов в Кыргызстане. Как вы позже увидите, данные итогов голосования – это один из способов изучения настроения избирателей не только по всей стране, но и в отношении конкретной партии или кандидата. Изучив эти данные, вы можете понять настроение избирателей, исходя из региона их проживания, района или даже конкретного села. Конечно, в реальности Кыргызстана необходимо учитывать, что на настроение избирателей влияли не только предвыборные обещания, программа партии, личности лидеров партии и кандидатов, но и такие негативные факторы, все еще сохраняющиеся в нашей стране, как подкуп голосов избирателей и административный ресурс. Перейдем к первому ресурсу. Информационная избирательная система. Здесь платформа создана на 3 языках. Смотрите, мы можем перейти на русский. Здесь не весь контекст переводится. Так как вы можете сами удостовериться, здесь очень много различной и полезной информации. Учитывая, что осенью нам предстоят парламентские выборы, я вам буду показывать данные этого сайта, исходя из прошедших в 2015 году парламентских выборов. Смотрите, здесь есть такие графы, как основная информация, политические партии, которые участвовали, ход голосования, явка и избранная статистика по партиям. Конечно, к сожалению, еще не вся информация полностью забита в данной платформе. Ну, к примеру, вы можете найти даже данные избирателей по областям, по полу, по возрасту. Видите? И вы можете в разрезе всей страны видеть, либо видеть в разрезе отдельных городов, отдельных районов. Вот. К примеру, как голосовали, у нас. Но сегодня обратно же, мы будем в большей степени тратить свое время на изучение того, как шло голосование, какие итоги голосования получили партии в 2015 году. Для этого вам необходимо будет найти ход голосования, выбрать графу «Число голосов избирателей». Здесь также данные предоставлены в виде графика, горизонтального графика, вертикального в виде таблицы. Для кого как это удобнее, но, как вы видите, в табличной форме здесь данных более
данные более подробные и детальнее, поэтому вы можете пользоваться табличной формой. В этой базе данных отображается также явка. В этом году, как вы знаете, явку будете в течение дня также видеть через определенное количество времени, и здесь оно будет отображаться обратно же в 3 видах. Перейдем к числу избирателей. В зависимости от уровня выборов вы можете посмотреть данные либо по всей стране, тогда вам надо вот в поисковике писать «все», тик, УИК, все выбирается одновременно и нажимаете «Поиск». И тогда вы видите общие данные. К примеру, графиком посмотреть здесь будет легче. Вот одна из партий набрала 431 771 голосов, другая партия 316 тысяч, третья партия набрала 203 тысячи и так далее. Да, вы можете анализировать. Одна партия набрала 12 тысяч, некоторые партии набрали 5 тысяч и так далее. Потом вы можете данные смотреть по городам. Бишкек и Ош. Для того, чтобы посмотреть Бишкек, вы должны выбрать обратно же Бишкек, все и УИК, и тогда у вас выскакивают полностью все данные. В табличной форме вы можете посмотреть более подробную информацию. Также вы можете посмотреть в разрезе районов, областей. Вот Джалалабадская область, к примеру. По всей области, если вы смотрите, то также выбираете все, и УИК на автоматом выдает. Вот в Джалалабадской области самое наибольшее количество голосов набрала вот эта партия, к примеру. Затем идет эта партия, и потом третья партия, к примеру. В Джалалабаде вы можете, к примеру, в одной области вы можете посмотреть отдельный район. Ну вот, к примеру, давайте возьмем Ошскую область, возьмем, к примеру, Карасуйский район, и все УИК выбираем, тогда вы смотрите все участковые избирательные комиссии. Вот по Карасуйскому району одна партия вот набрала столько-то количество голосов, самое наименьшее, да, вот, может, да, самое наименьшее здесь, значит. Вы видите, какая партия. Вот слева вы видите наименование партии и даже графа против всех. Какое количество голосов набрала, к примеру, в Волжской области, конкретно в Карасуйском районе. Если вы хотите дальше пойти, то вы можете выбрать конкретный избирательный участок. Ну, к примеру, давайте возьмем. Вот есть участок по названию «Правда». Волжская область, Карасуйский район, конкретный участок 5180, номер участка, и выбираем. Вот. На участке «Правда» расклад голосов в 2015 году на парламентских выборах был такой. Вы можете уже здесь смотреть более детально. Да? На этом участке общее количество избирателей всего было 2012 человек, количество проголосовавших по политическим партиям 1903 человека, всего недействительных бюллетеней было 39, и против всех проголосовало всего 9 человек. И какая партия, сколько количество голосов набрала, вы видите в этой графе. Справа. АСУ, где написано АСУ, вы помните, это автоматическая считывающая урна. Как собираются данные? К предстоящим осенним парламентским выборам по стране открыты 2420 избирательных участков. За рубежом открыто 44. На каждом избирательном участке устанавливаются 2 автоматически считывающие урны. Также на избирательном участке будут стационарные, прозрачные, обычные старые урны. Они будут служить как подстраховочные, запасные в случае, если АСУ, автоматически считывающие урны, выйдут из строя. Автоматические считывающие урны – это вот шапочка, да, обычной урны, скажем так. Это отсек для бюллетеней. Автоматически считывающие урны предназначены в первую очередь для того, чтобы осуществлять автоматический подсчет голосов избирателей, сколько всего проголосовало и за какие позиции проголосовали. Также данный отсек используется для сканирования итоговых протоколов об итогах голосования и отправки их на центральный сервер Центральной избирательной комиссии. 4 октября вы все знаете, что голосование начинается в 8 утра, которое завершится в 8 вечера, после чего производится распечатка с автоматически считывающих урн отчета о завершении голосования, так называемый итоговый отчет. Вот он так вот выглядит, да? Здесь будет сколько количество избирателей проголосовавших,
сколько действительных бюллетеней, сколько недействительных бюллетеней, по мнению автоматической считывающей урны, и потом уже распределяются бюллетени по голосам кандидатов и по позиции против всех. Здесь важно помнить, по закону данные голосования, выданные автоматически считывающей урной, то есть вот эти отчеты, они являются предварительными, и они не имеют юридической силы. После завершения голосования, после того, как распечатываются данные итоговые отчеты с автоматически считывающих урн, АСУ подключается к модему и через защищенный канал связи на серверную Центральной избирательной комиссии передаются данные, предварительные данные об итогах голосования с каждого участка. Затем эти данные отображаются уже на информационной избирательной системе, которую я вам показывала, к которой мы позже вернемся. Таким образом, предварительные итоги голосования по участкам, по каждому участку и предварительные результаты по стране в целом появляются на информационной избирательной системе Центральной избирательной комиссии в течение часа-полутора после завершения процесса голосования. Таким образом, предварительные итоги голосования по участкам и предварительные результаты выборов по стране в целом появляются на информационной избирательной системе в течение часа-полутора после завершения процесса голосования. Вот вы видите, да, вот эти графики с количеством голосов по всей стране, как я вам показывала, по отдельному региону. Они появятся уже на сайте Центральной избирательной комиссии в течение часа-полутора. И вы можете ознакомливаться, сверять со своими наблюдателями и смотреть. Вот можете смотреть в табличной форме. После того, как на каждом избирательном участке проведут ручной подсчет бюллетеней, подведут итоги голосования, заполняется итоговый протокол в бумажном виде, подписывается всеми членами участковой избирательной комиссии, заверяется печатью участковой комиссии. Потом данный протокол сканируется обратно же через автоматическую считывающую урну и направляется через защищенный канал связи на сервер Центральной избирательной комиссии, который отображает уже данные ручного подсчета на отдельном сайте протокол Shiloh.gov.kg. Таким образом, вы можете увидеть на данной платформе вот такие бумажные версии протоколов об итогах голосования от каждого избирательного участка. Вот видите, номер избирательного участка, город Бишкек, дата. Здесь общее количество проголосовавших избирателей, и вот здесь данные уже, какой кандидат сколько голосов набрал. Вот эта платформа протокол Shiloh.gov.kg. Как вы видите, да, это вот последние выборы местные. На их примере, да, покажу. Здесь вы уже увидите бумажную версию протокола с каждого избирательного участка, отсканированную версию, которую мы передали через защищенный канал связи. Видите, здесь будут подписи членов участковой избирательной комиссии, печать. Они все будут отображаться на данной платформе. Также здесь рядом будет отчет об идентификации избирателей, итоговые и первоначальные. Это очень важные данные, которые вам помогут защитить свои голоса, узнать точное количество своих голосов, поданных за того или иного кандидата в том или ином регионе. И вот эти все данные в такой графической версии будут представлены уже на информационной избирательной системе по данному адресу, да, и вы можете увидеть как в графике, так и в таблице. Здесь важный последний момент, о котором я хочу остановиться. На этих выборах это уже одно из новшеств избирательного законодательства, что рядом с данными с автоматических считывающих урн, видите, написано АСУ, здесь будет второй столбик справа, и там будут уже данные итогового подсчета. То есть вы сможете увидеть, есть ли расхождение между автоматической считывающей урной и ручным подсчетом. Но также еще раз напоминаю, что данные автоматически считывающих урн,
они являются предварительными, не имеют юридической силы. Данные ручного подсчета, которые будут вывешены здесь, либо будут отображены на этом сайте, эти данные являются окончательными, имеющими юридическую силу, и на основании которых не позднее 25 октября Центральная избирательная комиссия определит результаты выборов по всей стране и объявит, какая из политических партий прошла в парламент, какая из партий не прошла в парламент. Также важно отметить, что эти все данные отображаются в бумажной версии сводной таблицы, которая составляется каждый выбор Центральной избирательной комиссии и вывешивается в открытом доступе. К сожалению, не все кандидаты, партии, журналисты, эксперты, исследователи пользуются сводной таблицей. Вы можете перейти к описанию к этому видео и найти ссылку на сводную таблицу, скачать ее. Это открытый и очень важный избирательный документ. Изучайте, используйте его для высчитывания каких-либо данных. Очень полезный документ. А так все данные в графическом отображении вы можете увидеть на данной платформе. Если будут какие-либо замечания, предложения, вопросы, обращайтесь. И да, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорой встречи!